Утренняя зорька уже началась, немножко уже рассвело, чуть-чуть хоть можно уже поснимать. Туда закинул чучела, сейчас на речке сижу. Утиный перелет потихоньку, утки летают, 2 раза уже подсаживались. Только садятся на середину реки, их ружьем не достать. Вот еще 2. Оказывается, сидели и даже не заметил. И, наверное, чуть выше они садились, вплав спустились к чучелам и вот взлетели. Не знаю, на камеру там видно было, нет. Вон там волны еще идут. Но темно еще. Вот такие пироги. Каждая минута еще светлее и светлее. Пока темно было, утки хорошо летали. Сейчас вот начало светать и что-то совсем мало их стало. А сейчас стая тоже пролетела, высоко, конечно. Звук такой у одной утки, там как будто крылом по туловищу бьет. Или уже, наверное, подранок может быть. Такие хлопки. За стаей, наверное, летит, догоняет, как бы старается не отстать. Нигде не стреляют, тишина. Как отрезало все. Что-то рано. В основном летят широконоски, свиясь, шилохвост. Вот такие ненырковые утки. Нырковых уток пока что-то и не видать. Они обычно 9 мая, 8 и 9 мая. Хорошие перелеты. Охотник поднимается тоже на лодке. Лодка длинная, как-то. Ничего себе. Что слишком длинная лодка. Не меньше 6 метров. И быстро, между прочим, проехала. Пролетела аж. Непонятно, ветерок или что за мотор там у него. Сейчас он разгонит уток. Может, буду спускаться утка обратно. Первая лодка поднялась. Так-то, в принципе, место здесь нормально. Кусты, маскировка, там особо никаких и не надо. Только сиди и жди. Очередная лодка поднимается. Медленно едет. Очень медленно. Еле-еле. Не знаю, сколько лошадей у него там. Кое-как поднимается. Но едет.
не веслом быть. Совсем уже рассвело. Сколько там у меня? 6, 7, 8, 9, 10, 12 штук. 12 чучел. Маловато. Надо еще 12. И будет результат. Чем больше чучел, тем лучше приманивают. Красота. Тут я сижу. Вот тут я и сижу. Жду, наблюдаю. Ладно, схожу, прогуляюсь там к этой тюкалке, где он тюкает там. Или еще какая-то птица непонятно. Ну, все заросло. После зимы снег оставил там, травы еще нету. В бутсах сегодня. Я болотники не одел. Так. Просто прогулка. Показываю эту березу. Смотрю на него. И напоминание сразу. Да еще школьником был. Не знаю, в каком классе учился. Озеро. Там дальше. Надо посмотреть там даже. И мы на сенохоз всегда ездили на лодке. И с лодки в этой стороне, сейчас уже этой березы, конечно, нету, крупной, большой. На березе такое образование было, как будто глухарь сидит. Вот посмотришь на эту березу, и каждый раз там мы видели этого глухаря. Березового такого. Ну, он как тот, как та береза. Большая тоже была. И глухарь как будто сидит там, хвост веером держит. Так, до озера посмотреть. Восход там, восход солнца. О, стреляют. Это на реке Одью. Там река Одью есть. И ходит само устье реки там. Тоже лужи тут. Чирки могут быть здесь. Не любят это место. Такие лужи. И много воды не надо. Что там кормиться? Травы едят. Кряквы эти хитрые тоже птицы, блин. Не угадаешь, где они сидят. Кто-то на лодке там, наверное, спускается или поднимается, непонятно. Прохладно, заморозки. Вот, кругом столбы.
Здесь на тросах там держали лес, когда еще сплав был. Там заготавливали, на речку оставляли, целую зиму заготавливали. И весной, когда уже вода начинает падать, уровень, троса рубили и лес уходил по течению. Вот так и работали. Сейчас КамАЗами вывозят лес. МАЗами. Да, воды еще много. Река. Здесь зато березы хватает, если этих собрать, как сказать, почки березовые. Одни березы. Ладно, посмотреть, наверное, озеро надо. Здесь какая-то тропинка идет. Давно уже тут не был. Все заросло. Да, тропинка. Тропинка куда-то ведет. К этому озеру, наверное. Сходим, посмотрим. Когда хороший перелет, все равно можно увидеть утку там. Целый день они летают. А сейчас что, пока темно было, немножко полетали и все. Как отрезало, как начало расцветать, сразу и перестали летать. Тропинка у меня убежала куда-то. Нет, что-то какая-то тропинка здесь еще есть. Да, вот озеро. Немножко так волны идут. Да, волны идут. Вон они. Вон утка. Я ожидал. 2 штуки, оказывается, были. Улетели. Не знаю, заснять. Не знаю, получилось, нет, заснять. Вон там лодка тоже. Но озеро здесь как скоба. Такой поворот идет. Но там широкая, очень хорошая. Лед еще полностью не растаял. Вот волны. Утки вот тут 2 были. Там ворона.
Я думал, уж гусь. В принципе, здесь тоже, если с чучелами посидеть, кряквы обычно как? На речке так и мало летают. В основном, где вот озера там, или еще кусты залиты водой, ну или как, блядь, ойдема, короче. Все, посмотрели, видели. Каждым годом все зарастает. Скоро вообще, здесь кругом луг был. Сейчас уже, блин. Так, ладно. Главный процесс. Улетели и улетели. Вон елка какая на Новый год. 4 метра высотой. Все. Везде вот кругом тут луга были. Все заросло. Лет через 10 вообще не узнать будет. Немножко так стреляют, но мало. Холодно еще. Из-за этого и перелет такой слабенький, но немножко уже утки есть. Вот эти троса. Про них я и говорил. Вон какой толщины. Диаметром, наверное, 25 или 30. Вот на них лес и держали до сплава. Все гниет. Оставили тут. И там троса тоже. Кругом. Вон сколько их. Километрами лежат. Целыми километрами. Кругом троса. Тяжелый такой. Вон трос. Отрезали. Чем они это отрезали, да интересно. Тогда болгарками не пользовались еще. А кругом, вон, бери сколько хочешь. Он лежит. Целый трос. Я говорю, километрами тут. А тут вообще красота. Люди ездят по речке, ищут уток. А утки-то в озерах сидят. Но слишком близко не будем подходить. Здесь тоже очень
Очень часто здесь утки сидят. Да каждый раз они тут масса, большие партии там в середине реки сядут и по течению плавают. Здесь место широкое, ружьем не достать их. Они знают, куда сесть, чтобы отдохнуть. Там еще озеро, вон. Все до туда сходим и обратно наверное. Не знаю, тут рыба есть или нету. Не знаком с этим озером. Вот Ларукты, вот первое озеро, где, ну, вот где утки были. Там рыба есть. А тут какое озеро? Ну, оно не очень большое тоже. Опять лодка поднимается. Все куда-то едут. Охота открыта. Следы. Кто-то ходил. Раза два, наверное. Вон утка. Видел, где сидел? В кустах, блядь, самых. Вон. Волны идут. Волны. Непонятно кто. Или кряква, или еще кто. Не достать их здесь. Что же так тяжело он едет, ё-моё. Не так уже груженный, а еле-еле поднимается. Что лошадей, наверное, мало у этого моторка тоже. RDX. Может 5 лошадей. Выстрел недалеко было. Куда-то еще стреляют, а утка-то где? Немножко тучи собираются. Может, к дождю или к снегопаду, непонятно. Погода в какую... А, в Одью поехали. Вон. Поворот в Одью сделали. На Одью поднялись. Устья реки Одью, вон там. Они вчера влево поворачивают. Вон стая уток. Сюда летят. Крупные. А, вон. Куда-то в сторону Одью, наверное, полетели. Не знаю, там
далеко уже отошел от своей лодки. Возле реки уже, возле реки Одью нахожусь. А тут небольшой шалаш самодельный. Вот что мы видим. Стол такой. Здесь сидят, чай пьют. Стаканы, чайник, банки есть. От дождя там навес такой, шалаш. Здесь один рыбак все время отдыхал. К сожалению, в этом году он умер. А шалаш остался. Может, кому и пригодится. Да, жизнь так и проходит. Готовился к будущему сезону рыбалки, а жизнь такая, что не знаешь, да, что там рассказывать. Короче, вот, первый раз я тут с реки много раз видел, когда поднимался или спускался. Возле костра или еще сидел там, рыбачил. Так, ладно. Ну вот. Вот река. Вот на самом устье реки. Вот тут Одью течет и впадает в реку Нившера. А вот Нившера широкая сейчас. И Одью не маленький сейчас. Видел. Хариус сейчас поднимается, если есть кому подниматься. Будем надеяться, что поднимется. И вверх по течению так. Поворот за поворотом. Если нет завалов, заторов, можно съездить там на охоту. А вот и Нившера. Пена еще идет. Пена идет, значит, вода большая. Или прибывает еще. Может, там какая-нибудь река, там Батью, Очью. Может, они еще открылись. После того, как открываются реки, пена идет. Ладно, будем возвращаться. На сегодня хватит. Видели уток. В следующий раз, может, постреляем. Вот шалаш, навес. От ветра, от дождя. Там лодка еще тоже поднимается. Трое охотников поднимаются. Сидят, наблюдают за каждым поворотом
Желаю встретиться сутками, а вот так-то и нету. Внизу стреляют. Не знаю, куда они поднимаются. Тоже на иномарке. Можно гонять, конечно, на иномарке. Более-менее экономичнее. Ветерок-то обжора, вихра, вообще беда. А вот эти Судзуки 6, 9,8 или сколько там, 9,9. Они, наверное, уже двухтактные. Непонятно. Не очень так разбираюсь в этих моторах. Вот. Nissan Marina хороший мотор. Двухтактный. Вообще отличный мотор. Крепкий. Внизу стреляют. Но он тяжело тоже едет. Такой поворот сделал. Сейчас можно напрямик было поехать. По течению, где струя идет. О, вот она. Сбылась мечта. 60 рублей ушел. Сейчас 30 рублей патрон. Ой, дорогой чирок. Да. Тут уже тоже натоптали. Кто-то уже приходил. И, может, на лодке тоже к шалашу тут останавливались. Утка вверх поднялась. К нам не подлетела. Напугали бедолагу. Улетела. Вот на том повороте внизу, где-то вот километра полтора, наверное, наша лодка там. С Одью тоже кто-то спускается. Сейчас посмотрим, что за охотники там. Меня и не заметили или что? А, не. Это одним глазком посмотрели. Да, домой возвращаются. Что-то выстрела тоже у них не было. Не очень далеко съездили, видимо. Пойдем обратно. Вот сосняк какой. Ну, это уже наверху. Троица-то. Тройка-то стреляет. Нет где-то связи. А, вон они. Ох, высоко. Сколько там, штук 10 их. Связи улетели. Вон еще одна утка. Угу. Его, наверное, стреляли они. Поворот сделала. Сейчас на нас полетит. Нырковая какая-то, наверное. Ни хрена. Не дождешься. Куда-то в лес полетела, она в Одью.
Но, в принципе, здесь место-то нормально. Просто стой и жди. Могут садью... это птица. Могут садью вылететь там. Или снижеры там. Подняться там по течению. Ну вот. Мы-то дождались. Сидят. Сейчас чай попьем и вот будем обратно возвращаться. Утренняя зарька прошла. Фу, второй день охоты сегодня. 3 мая. 3 мая. Второй раз уже вышел на охоту. Пока безрезультативно, но будем надеяться. Будем дальше ходить, искать, ждать. Короче, до следующей охоты. Возвращаюсь домой.